Начнем, наверное, с того, что такое бюджет проекта. Бюджет проекта это совокупная стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте. Средства гранта и плюс средства софинансирования. Софинансирование включается собственный вклад организации, который будет использован при реализации проекта. Тут нужно учитывать вклад не только в денежном тоже эквиваленте, да, но и вклад волонтеров можно. Но если учитывать вклад волонтеров в реализацию проекта и в бюджет, то их надо перевести в денежный эквивалент. Основные принципы составления бюджета это обоснованность. То есть, как говорилось ранее, календарный план должен полностью соответствовать бюджету. То есть то, что прописано в календарном плане, те мероприятия, которые в календарном плане, должны быть отражены в бюджете. И не должно быть мероприятий, у которых нету статьи в бюджете. Также реалистичность – это рыночная цена и детализация статьи расходов. То есть реальность, да. Тут надо заранее учитывать то, что вот завышать стоимость, например, услуг или каких-то товаров в самом начале при разработке бюджета не стоит, так как после того, как, например, вы выиграли проект, да, и выделены средства на приобретение товара, у вас или будет большая экономия, или наоборот не будет хватать средств. Да? И надо учитывать, что бюджет – это стопроцентная ответственность руководителя организации. То есть также существует понятие проходные баллы. Они на каждом конкурсе обычно вот на сайте фонда президентских грантов они выставляются и зависят от суммы гранта и устанавливается координационным комитетом в каждом отдельном конкурсе. То есть в новостях обычно на сайте фонда президентских грантов выходит, что, например, до 500 тысяч проекты проходной балл 60 баллов, от 500 до 3 миллионов 65, и от 3 до 10 миллионов 68. Также есть проекты, которые выше 10 миллионов. Там, например, вот первый конкурс 2021 года был было 70 баллов. Можно рассмотреть вот критерии оценки заявки. Сюда относятся 10 критериев, но непосредственно 3 критерия, да, относятся именно к бюджету проекта. Это соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемые результаты, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов. Также реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию проекта. Формирование бюджета вообще надо начинать, вот механизм реализации проекта, да, проблема целевой группы, цель, результаты, задачи. Это то, что в первом разделе о проекте, да. Потом комплекс мероприятий и календарный план. Далее идет описание команды проекта, и потом уже надо приступать к бюджету проекта. То есть после разработки календарного плана надо определить, какой вклад, да, каждый участник команды проекта будет вкладывать в бюджет проекта, какую роль, функционал и так далее. Анализ собственных средств организации для реализации проекта, привлечение партнеров к совместной реализации проекта, и далее идет уже запрашиваемая сумма гранта. Какие расходы не допускаются по положению, да, в фонде президентских грантов? Это расходы, не связанные с реализацией проекта. То есть тут как раз вот надо учитывать календарный план, и бюджет должны полностью быть связаны, да, на приобретение недвижимости, на капитальное строительство, на приобретение алкогольной и табачной продукции, на финансирование политпартий, подготовку и проведение митингов, акций. Также на погашение задолженностей и на уплаты пеней и штрафов. На вот это расходы вообще не допускаются, да, включение в бюджет. Какие расходы не рекомендуются?
не полностью исключается, но не рекомендуется. Это регрантинг, за исключением направления выявления и поддержка молодых талантов. Приобретение призов и подарков стоимостью более 4000. При разработке бюджета стоит обратить на это внимание. Приобретение продуктов питания с целью их раздачи в виде материальной помощи. Ну, тут не рекомендуется, но, например, когда был специальный конкурс, да, там уже вот эти расходы были, например, были включены. Приобретение туристической путевки, фундаментальные научные исследования, создание новых памятников или монументов, непредвиденные расходы или не детализированные прочие расходы. Первая статья у нас это оплата труда. Тут я привела пример. Тут надо обратить внимание, что вот там, где описание, да, расхода, надо обязательно прописывать расчет часов работы сотрудника, обоснование размера оплаты труда, то есть привести какой-то пример, да, сколько, например, в регионе средняя заработная плата. Прописан функционал обязательно, что он делает в рамках проекта. И это нужно обязательно связать с календарным планом. Количество софинансирования, сколько месяцев или часов, например, у вас будет вклад софинансирования. Тут софинансирование обязательно в денежном эквиваленте, но можно посчитать, например, по тому же расчету часов работы, да, сколько он, например, будет бесплатно работать, а сколько у него будет работа с оплатой услуг. Также указывается стоимость заработной платы с учетом НДФЛ 13%. Это вот первый столбик вознаграждения по одному договору в рублях, включая НДФЛ. То есть, если, например, у нас заложено 25 тысяч, это сумма с НДФЛ. Когда вы будете, например, при реализации проекта уже рассчитываться, да, то на руки у вас будет 21 750 рублей. Это с вычетом налога НДФЛ 13%. И, ну, советую сделать суммы оплаты труда, чтобы выходили, ну, целые числа, да. С копейками там не очень удобно работать. И тут обязательно, еще раз говорю, надо прописать функционал. Также в положении и методических пособиях прописано, что в случае, если привлекаемый по ГПХ договору человек является самозанятым, нужно предусмотреть не нужно предусматривать страховые взносы, и о статусе самозанятого обязательно надо прописать в комментарии. Страховые взносы. Ну, обычно мы, социально ориентированные некоммерческие организации, рассчитываем по пониженным тарифам. Пониженный тариф – это 20% на ОПС при ГПХ договорах и 22% на страхование по срочным трудовым договорам. Вторая статья у нас идет командировочные расходы. Данная статья подразумевает командировочные расходы сотрудников проекта, работающих по трудовым договорам. Тут по трудовым договорам там можно учитывать, например, суточные, а при гражданско-правовых договорах суточные не учитываются, ну, не включаются. При описании, да, командировочных расходов обязательно надо указать, куда будет работник выезжать, с какой целью, на какое мероприятие, также вот в соответствии с календарным планом. И для лучшего понятия экспертам, например, да, можно указать, например, расстояние, стоимость проезда на одного человека и маршрут обязательно. Также цель выезда обязательно надо обоснование прописать и лучше прописать вот в рамках какого мероприятия. Также указать транспорт. Например, это или такси, или авиа, или ЖД. Да? Третья статья – офисные расходы. Также, если прописываете аренду помещений, да, или оплату, например, коммунальных эксплуатационных услуг электроэнергии, надо обязательно прописывать
адрес помещений, где у вас находится номер офиса, размер площади помещений и в каких целях эти помещения используются. То есть если вы, например, у вас проект длится 18 месяцев, а, и вы просите за 10 месяцев, да, тогда нужно прописать, что вот эти площади для чего используются, в каких целях и именно при проведении каких мероприятий и сколько времени используется. Тут в эту статью также можно включать канцелярские товары и расходные материалы. 4 статья — приобретение, аренда спецоборудования, инвентаря и сопутствующие расходы. Тут, если вы прописываете аренду или приобретение оборудования, обязательно также прописать обоснование и все в связке с календарным планом. Также желательно или даже обязательно указывать ссылки на товар, цель, для чего он используется, и функционал. То есть сюда можно включить, например, аренду или покупку оборудования, да. Если, например, вы включаете компьютерную технику, то надо вот обосновать, что без этой техники и без покупки его вы не можете реализовать свой проект. Если, например, эксперт увидит, что вам проще и дешевле арендовать какое-то оборудование, да, единоразово, то у вас минус там баллы будут. Также разработка и поддержка сайтов, 5 статья. Сюда обычно включаются услуги предоставления интернет-трафика. Также все равно нужно все это конкретно обосновывать. Также можете сюда включать услуги хостинга сайта, да, и разработки сайтов. Очень многие сюда включают разработку сайтов, но если вы включаете статью расходов разработка сайтов, то обязательно надо прикреплять техзадания, разработка и поддержки сайтов приложения. Необходимость разработки сайта информационных систем должна вытекать из проекта. Для обоснования последующей поддержки готового продукта нужно указать перечень работ, количество и стоимость работ в часах и их регулярность. Также эксперту должно быть понятно, что будет внутри сайта. Приложение, платформа, объем и сложность работ и связка с реализацией целей проекта. 6 статья – это оплата юридических, информационных и консультационных услуг и иные аналогичные расходы. Сюда обычно входят разовые услуги, услуги экспертов, ведение отчетности, бухгалтерские услуги и прочее. Так, 7 статья – это расходы на проведение мероприятий. Сюда входит разовая аренда помещений, оплата проезда, питание участников проекта, проживание может включаться, оплата услуг экспертов также можете сюда включать, раздаточные материалы и все, что связано с мероприятиями проекта. 8 статья – это издательские и полиграфические расходы. Тут важно ответить на вопрос, почему нужна печать материалов. Обосновать, почему будет неэффективно, если сделать рассылку, например, онлайн. Да? Если, например, у вас проект рассчитан на арктические районы, там у них интернет очень слабый, они не могут себе там скачать, по почте не можете электронно им отправить, и тогда вы можете включить издание материалов, да, и, например, отправить им по почте России. Или записать все материалы на флешку и также отправить, например, ну, то есть тут надо все равно обосновать, почему именно надо издать в бумажном варианте. Также детализация, сколько страниц, формат, сколько штук, тираж, стоимость за штуку. И даже можно указывать, какой тип бумаги. Там, твердый переплет, мягкий переплет, например, и так далее. Прочие прямые расходы, ну, сюда обычно, ну, по моему опыту, да, обычно ничего не включает, но также вот было исключение, да, на специальном конкурсе. Сюда, например, включили вот средства индивидуальной защиты, там, продукты питания и так далее.